На последней сессии Госсовета Удмуртской Республики я сделал очень важное политическое заявление. Это заявление касалось вопросов ЖКХ и вопросов городской комфортной среды. Самое главное, на что я обратил внимание всех депутатов, главы республики, министров, то, что программа капремонта в Российской Федерации, в том числе и у нас в республике, провалилась. Об этом свидетельствует красноречивая статистика, и об этом свидетельствуют многочисленные обращения граждан. Та ситуация, которая сложилась в этой сфере, она чревата еще и большими последствиями для граждан. Дело в том, что по подсчетам экономистов, около 10% всех многоквартирных жилых домов не смогут получить в будущем полноценную помощь в части капитального ремонта. Это финансовая пирамида. Поэтому с этим надо заканчивать и надо принимать срочные законодательные меры для того, чтобы защитить те взносы в региональный котел, региональному оператору, которые в данный момент идут и которые будут служить основой финансовой для будущих капитальных ремонтов. Вторая часть моего политического заявления была посвящена не менее важной проблеме. Это переселение жителей, граждан из аварийного ветхого жилья. Ситуация катастрофическая. Люди живут в невыносимых условиях. Проваливаются полы, нет крыши над головой, протекает со всевозможных стен, отверстий и так далее, и так далее. Разрушаются фундаменты. И проблема сейчас в том, что у администрации городов не хватает финансовых средств на переселение. Но мы считаем, что это чрезвычайно важно. Это опасно для жизни населения, потому что в любой момент может рухнуть балка, может рухнуть крыша. И уже такие случаи у нас есть в России. И я категорически против задержек, затягивания с переселением жителей, граждан из ветхого аварийного жилья. Ситуация доходит до смешного. Жители просят не признавать жилье аварийным ветхим, просят признать свое жилье пригодным для капремонта, потому что они не видят отдачи, они не видят реакции властей. Поэтому вот такой тренд появился. Люди в домах, которые признаны ветхими аварийными, пытаются сейчас отойти в сторону капремонта и просить власти сделать хотя бы какой-нибудь капремонт. Третья часть моего политического заявления посвящена городской комфортной среде. Как известно, существует такой проект и у нас в Ижевске, и в других городах будет производиться улучшение дворов, дорог во дворах, детские площадки будут строиться. Но на что я хотел бы обратить внимание? Дело в том, что это наши с вами деньги, деньги налогоплательщиков. Мы должны четко понимать, что мы уже внесли определенные взносы, и эти деньги как раз государство сейчас направляет на улучшение городской среды. Что очень сильно настораживает меня, то что власти активно предлагают софинансирование граждан. И это софинансирование доходит до 20%. До 20%. То есть граждане должны еще раз свои деньги внести, чтобы у них во дворах стало лучше. Я считаю, что это недопустимо. И на последнем совещании у главы республики я открыто заявил о том, что это делать нельзя. И надо допускать возможность, когда у людей будет шанс не включаться в софинансирование, не вносить деньги. Это тоже очень важный момент. Кроме того, общественники выражают тревогу в связи с тем, что этот проект уже несет несколько противоречий в себе и в законодательном плане, и в плане коррупции. Поэтому я лично передал главе республики после своего политического заявления обращение общественникам с указанием
конкретных фактов, с конкретным анализом законодательства, которое препятствует эффективному решению вопроса по улучшению городской среды. Кроме того, я считаю, что слабо учитываются интересы инвалидов при реализации этого проекта. И об этом заявил председатель общества инвалидов республиканского Воробьев. И еще одну тему, которую я хотел бы отметить, это дольщики, обманутые дольщики. Их число не уменьшается, а обращения такие поступают к нам в партию, и мы также будем реагировать. Наша партия будет бороться за то, чтобы ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве в сфере улучшалась. Наша партия принимает и инициирует законы в Государственной Думе. Наш однопартиец, депутат Хованская, который является председателем комитета по ЖКХ, прилагает много усилий в этом направлении. И надеюсь, что изменение законодательства позволит улучшить ситуацию в жилищно-коммунальной сфере и у нас в республике. Что касается республики, то мы будем бороться за неукоснительное исполнение всех обязательств государства перед жителями, как с точки зрения полноценного, качественного, эффективного капремонта многоквартирных жилых домов, так и в части своевременного, полного переселения жильцов, жителей из ветхого аварийного жилья. И также мы будем бороться за права обманутых дольщиков. Вот наша позиция.